Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами сегодня Максим Гоголев. 18 августа 1945 года – дата основания Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Главная задача Русского географического общества – сбор и распространение достоверных географических сведений. Экспедиции географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель, в становлении метеорологии и климатологии. С 1956 года Русское географическое общество состоит в Международном географическом союзе. Что ж, также мы напоминаем, что сегодня вы в прямом эфире можете поздравить своих родных, близких, друзей с какой-нибудь знаменательной датой по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62. Пишите на этот номер свои поздравления, и мы обязательно их зачитаем в прямом эфире. Далее мы хотели бы рассказать вам, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные Улусы в 6 часов утра плюс 6, плюс 10, днем плюс 16, плюс 18. Заречье плюс 8, плюс 10, днем плюс 10, плюс 15. Южные Улусы плюс 5, плюс 7, днем плюс 12, плюс 13. Вилюйские Улусы плюс 6, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21. Нижнеленские Улусы плюс 9, плюс 11, днем плюс 18, плюс 19. Западные Улусы плюс 8, плюс 10, днем плюс 21. Колымо-Индигирские Улусы плюс 4, плюс 10, днем плюс 5, плюс 14. Янские Улусы плюс 6, плюс 9, днем плюс 10, плюс 16. Северо-западные Улусы плюс 10, плюс 13, днем плюс 10, плюс 20. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, днем ожидается плюс 20, плюс 22 градуса. Ну что ж, погода уже меняется, на улице совсем уже не летняя погода, скажем так, уже холодает, и по утру уже есть такой свежий воздух, да? Ну и, конечно же, становится немножко холоднее. Что ж, а далее у нас есть такой вопрос очень интересный, который мы задали гостям и жителям нашей столицы. Хотели бы вы переехать в деревню? Давайте послушаем. Можно при таком, положении такое, да, что можно переехать в деревню в связи с коронавирусом. Можно на время переехать. На время, да? Да. Ну, а если жить именно, надолго? Надолго? Не знаю, если хозяйство есть, почему бы и нет. Жить? Я и так живу в деревне. Ага, как тебе живется? Хорошо, отлично. А что тебе нравится в деревне? Природа, там мои друзья. А наоборот, не думал ли переехать в город тогда? Было бы хорошо. Нет, не переехала бы, потому что там нет нормальной работы, ни коммуникаций никаких. Сейчас есть различные программы Министерства сельского хозяйства, допустим, да? По развитию, допустим, сельского хозяйства. Развивается деревня. Некоторые тут молодежь переезжает даже. Я знаю,
ну, я не знаю, там, как можно это сказать, соревнования между собой, кто быстрее подготовить вот эти документы и так далее, и так далее. Вот, и сможет, значит, войти вот в эту программу. И так получилось, что из нескольких, так скажем, участников вот наших поселений двое вошли вот в эту программу. Как я уже сказал, общая сумма порядка около 500 миллионов рублей. Вот скажите, Сергей Николаевич, у вас есть или нет ли данные вообще, или просто, ну, свое личное ощущение, что в большинстве случаев молодые люди, конечно же, переезжают в села, в деревни? Есть тенденция? К сожалению, если есть такая тенденция, то она на сегодня, так скажем, очень такая незначительная. В большей степени, значит, переезжает из сельской местности в районные центры и вот в столицу нашей республики, город Якутск. Вот комплексное развитие сельских территорий, да, какие еще могут аспекты затрагивать, кроме школ, садов и тому прочее? Ну, на следующий год мы планируем по этой программе начать строительство клуба села Икынды. Это стоимость 84 миллиона рублей. И фельдшерско-акушерского пункта стоимостью 6,5 где-то миллионов рублей тоже вот в селе Икынды. Ну, как я уже сказал, к сожалению, многие социальные объекты вот в селах у нас сегодня находятся, ну, так скажем, в не очень хорошем состоянии. Вот. И в первую очередь, конечно же, вот эта программа направлена на улучшение вот, состояния вот этих социальных объектов. Сергей Николаевич, скажите, как, по вашему мнению, что важно в первую очередь для населения? Это комфорт для жилья, либо это какой-то социальный досуг, типа строения каких-то, ну, библиотек, клубов и тому прочее? На мой взгляд, все эти объекты очень важны для развития сельской местности, для того, чтобы население сельской местности оставалось на своих местах, вот, и чтобы население увеличилось в сельской местности. Конечно, в первую очередь здесь играет наличие вот, хорошей школы, детского сада, вот, клуба, который, конечно же, играет очень большую роль в жизни каждого села. Вот, если в каком-то селе вот эти объекты отсутствуют или же, ну, мягко говоря, находятся в аварийном состоянии, в плачевном состоянии, то, естественно, население оттуда будет убывать. И это, конечно же, для общего развития в целом, и как для Улуса, и для всей республики, это, я думаю, чревато. Жители сельского населения, да, на что могут надеяться, скажем так, как они могут обратиться к вам с идеей о том, что можно улучшить? Администрация УСА и администрация поселения, конечно же, учитывают мнение населения. Мнение населения мы получаем много писем, предложений, значит, с сельской местности. Все это анализируется, вот, и мы советуемся со всеми главами. Вот. У нас, к сожалению, вот в последнее время из-за коронавируса вот, мы не можем, значит, их полностью всех собрать, но мы вот в режиме онлайн и так далее работаем, вот, и вот через электронную почту. Вот. И, конечно же, в общем итоге вырабатывается общая какая-то линия, где, значит, в первую очередь необходимо вот строить эти вот социальные объекты. Ну, то есть, получается, гражданин, скажем так, села, да, он может обратиться как лично, так и создав какое-то общее мнение, какую-то массу, допустим, людей, которые могут обратиться к вам письмом, да? Да, конечно. С населением, значит, надо советоваться, с населением надо работать, учитывать их мнение, вот, анализировать все это, ну и выработать какую-то, как я уже сказал, общую позицию, общую линию. Так, Сергей Николаевич, большое спасибо вам за комментарий. Думаю, что это очень благое дело, на самом деле, и сельское население будет также жить комфортно, как и в городе, скажем так. Вам большое спасибо. Всего доброго. Сергей Николаевич, спасибо.
Так, что ж, идем далее. У человека на генном уровне заложена тяга к прекрасному. В суете ежедневных будней нужно находить время так, как и для себя, так и для души. Мы предлагаем посмотреть экспозицию, посвященную 75-летию Великой Победы. Победа – новый эпос. Выставка, где в единую картину переплетаются сюжеты из истории Великой Отечественной войны и народные мотивы. Миг, когда зарождается... Как раз можно проследить в народном искусстве. Это, конечно, конное традиционное убранство, это оружие, тот же якутский нож. Мотивы народного эпоса Аланхо нашли прямой отклик в экспозиции. Убранство якутского буатура, защитника и героя стало центром всей выставки. Мотив героя, защитника Отечества, который обладает особыми чертами, которые присущи богатырю Аланхо. И такие параллели актуализируют наследие. Во-первых, сама тема войны, она становится более такой вот, как бы открывает новые перспективы, да? И тема Аланхо, она просматривается как сквозная тема. Противостояние добра и зла – вечная тема в искусстве. Весь мир, да и вся наша жизнь выстроена вокруг этих баталий. Ну что ж, обязательно посетите эту экспозицию. Я думаю, что, конечно же, сейчас каждому стоит не забывать о той великой победе, которую принесли нам наши предки. И у нас сейчас будет подключение с нашим гостем по теме нашей за границей. И у нас на подключении из Польши Ульяна Жиркова, фрилансер. Доброе утро. Доброе утро. Ульяна, расскажи, как у тебя настроение? Очень хорошее, спасибо за вопрос. Скажи, сколько сейчас времени в Польше? Полночь, сейчас полночь. Ну, значит, пора спать, грубо говоря, да? Ну, да. Расскажи, как ты попала в Польшу, ну, с самого начала, как все начиналось? Я в 2018 году приехала как студент. Я вот недавно, месяц назад, закончила университет, выпустилась, и сейчас прохожу онлайн-обучение по разработке веб-сайтов от Microsoft компании. Как здорово. Давно ли ты занимаешься этой деятельностью? И ну, это, скажем так, для обывателя, для таких людей, как я, допустим, это, наверное, какая-то IT-сфера, да? Да, обобщенная, если я сказать. была вот месяц назад. Да, вот месяц назад я была до этого студентом, и не было, как бы не хватало времени. Но во время коронавируса у меня очень было много времени, и как бы решила заняться IT-сферой. Расскажи, вот в каком году ты поступила в Польшу? Это, получается, сперва студентом было, да? Да, в 2018 году я приехала как по обменной программе на 1 семестр, и потом поступила на магистратуру уже второй раз. И как тебе Польша, как тебе польский язык? Но мне нравится, да, тут совсем, ну, похожий язык с русским, поэтому можно учить язык, я свободно разговариваю на нем. Уже свободно разговариваешь? Это здорово. Да, да. А из Якутии много вас в Польше? Из Якутии, ну, можно так сказать, много. Ну, в целом в Европе нас очень много, но в Польше мы держим связь, общаемся, очень много живут в Варшаве, и в Кракове нас тоже. В Польше где именно ты живешь? Я в городе Краков. Краков, да? Расскажи плюсы и минусы Польши. Даже не знаю, с чего начать и вообще, что сказать на минусы и плюсы. Но да, цены похожи с Якутией, не такие уж дорогие продукты, и проживание тут
Ну, получается, я студент, как студент получала стипендию, Мгм. и с этой стипендией я жила. Мгм. Ну, то есть полностью расходы твои покрывала, ну, твои эти, да? Ну, Одна стипендия, да, да. стипендия получается. И сколько ты, если не секрет, ты получаешь? И ну, мы хотим немножко понять, да, сколько вообще Мгм. требуется денег для того, чтобы проживать в Польше. Я получала стипендию на месяц почти как 30 тысяч рублей в рублях. Мгм. И еще я подрабатывала. Мгм. Кем? Чем? И как? Ну, официантом, где-то там. Как относятся поляки именно вот к пришлым из России? Здесь в Польше, Якутии, и Мгм. очень много знают о Якутии, о нашем холоде, и очень много путешественников, кстати, приезжают из Польши в Якутию именно. Мгм. Как тебе нравится именно архитектура Польши? Расскажи поподробнее. Вообще, что нужно знать о Польше, чтобы туда поехать? Ну, это сначала историю надо знать. Краков — это очень исторический город. Она была столицей Польши когда-то. Мгм. И тут еще, да, очень много таких были близко расположены концлагеря Мгм. и фабрика Шиндлера, вот такие связанные истории с Второй мировой войны, Мгм. Отечественной войны. Ну, а как они сейчас используются? Это музей, либо что-то, что для людей что-нибудь сделали, применили? Да, да, все это как музей работает. Мгм. Что еще нужно знать о Польше, о менталитете поляков, допустим? Какие у них особенности? Они похожи, ну, они как бы славяне тоже, как русские. У нас очень похожая культура и еда. Мгм. Ну, безопасно ли жить в Польше, допустим, в Кракове? Никаких эксцессов не бывает там, потому что мы знаем, что в Европе же любят митинговать. Нет, тут безопасно жить. Мгм. Ну, хорошо. Из минусов, что бы ты отметила? Ну, очень далеко я нахожусь от дома. То есть далеко от Якутии? Да, просто так. Ага, Мгм. 10 тысяч километров от дома. Ну да. Можно так отметить, да. Ну, то есть это один единственный минус, который бы ты отметила, проживая в Польше. Ну, можно так сказать. Ага. Расскажи немножко о себе. Какую школу ты закончила, где жила? Я из Татинского улуса, из села Устат. Мгм. Я училась в УФУ, окончила Институт естественных наук, кафедру географии, Мгм. и потом я поступила на охрану окружающей среды в Польше, в магистратуру. Ага, именно в Польше. Что ж, и Да. еще, ну, средняя корзина получается сколько составляет продукт? Ну, я в месяц где-то на 15 тысяч, 15-20 тысяч покупаю, ну, Именно расходую. продуктов, да? И плюс развлечения. Какие же развлечения есть в Польше? Ну, в рестораны, либо в кафе ходить с Мгм. друзьями, посидеть. Мгм. Ну, я считаю все это вместе, как с корзиной. Ага. Что у тебя за окном, если не секрет? Я у себя, у друзей нахожусь. У друзей, Я сама да? живу в общежитии, просто пришла к друзьям в гости. Ага. Ну, то есть поляки очень дружелюбные люди, да? Какие документы нужны, чтобы комфортно проживать в Польше? Это Шенген, по-моему, да? Да, шенгенская виза, но так как я нахожусь тут больше 90 дней и получаю национальную визу. Мгм. Что ж, скучаешь по Якутии? Расскажи. Скучаю по дому, по родителям, по семье и по якутской кухне. Когда ты была в последний раз? Была прошлым летом. Прошлым летом, да? Ну что ж, у тебя есть прекрасная возможность в прямом эфире передать привет своим родственникам и что-нибудь пожелать. Мама, папа, привет, Витя, Коля, всем привет, бабушке, дедушке и всем моим родственникам и знакомым. Мгм. По-польски можно сказать. Dzień dobry wszystkim. Pozdrawiam из Польски и тęsknię по вам, по wszystkim. Мгм. Ну, я считаю, да, ну, Ульяна улыбается, с Ульяной, значит, все в порядке, и с ней все хорошо. Ульяна, большое спасибо.
родственники тебя Спасибо, да. увидели, и я думаю, что они успокоились, потому что ты действительно находишься очень далеко, и они, конечно же, беспокоятся. Что ж, русский блок уже заканчивается. Я передаю слово якутскому блоку. Это наши замечательные коллеги Айталина и Петр. У них, как всегда, конечно же, очень интересно. Они, скорее всего, проведут сегодня какой-нибудь конкурс. Обязательно примите участие в этом. Я думаю, что у всех есть шансы равные победить в этом конкурсе. Что ж, с вами был Русский блок, Максим Гоголев. Всего доброго.